Годовая инфляция в Ингушетии в декабре 2024 года ускорилась до 8,7% после 8,5% в ноябре. При этом она оставалась ниже показателя по СКФО и стране в целом. На динамику инфляции в регионе во многом повлияло увеличение издержек производителей и поставщиков различных товаров. Об этом нам сообщили в региональном отделении Банка России. Засушливое лето прошлого года способствовало сокращению урожая овощей по всей стране. Не стал исключением и наш регион, из-за чего на рынках и в магазинах в декабре дорожали капуста, лук и картофель. Животноводы и производители молочной продукции по-прежнему переносили свои возросшие издержки в цены на продукцию. Поэтому, если сравнивать год к году, то в декабре мясо кур и говядина подорожали больше, чем в ноябре, а рост цен на молоко, сметану и сливочное масло ускорился. Из непродовольственных товаров заметнее всего подорожало моторное топливо, что связано со снижением предложения на внутреннем рынке из-за сокращения объемов производства нефтепродуктов в стране. Сильнее, чем месяцем ранее, в годовом выражении выросли цены на медикаменты. Причина такой динамики также связана с ростом затрат поставщиков и производителей. В декабре снизились цены на некоторые услуги. Благодаря применению гибкого графика регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования замедлился рост цен на услуги пассажирского транспорта в целом. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила на Всероссийском агрономическом совещании, что экспорт зерновых из России по итогам текущего сельхозсезона с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года может достигнуть около 57 миллионов тонн. Она отметила, что в первом полугодии сезона уже было вывезено 37 миллионов тонн, и такой потенциал сохраняется. Также было отмечено, что экспорт зерновых по итогам 2024 года достиг рекордных 72 миллионов тонн. Эти данные свидетельствуют о значительном вкладе России в мировой рынок зерновых и подтверждают ее роль как одного из крупнейших экспортеров зерна в мире. Правительство приняло решение проиндексировать социальные выплаты, пособия и компенсации в соответствии с поручением президента России. С 1 февраля более 40 различных социальных выплат и пособий будут проиндексированы на 9,5%. Это касается различных категорий граждан, включая ветеранов, чернобыльцев, героев России труда, а также людей с инвалидностью. Индексация также затронет выплаты семьям с детьми, увеличив размер материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка. Ежегодная индексация ежемесячной выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы станет обязательной. Страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров также будут дополнительно проиндексированы до уровня фактической инфляции за 2024 год. Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимые ресурсы для выполнения всех обязательств перед гражданами предусмотрены федеральным бюджетом и социальным фондом. Завершаем выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.